Дадим тесный. Ну вот самые стойкие, самые влагоустойчивые. Это самый, это Анна. Это мне лет. Спасибо, Александр. Повод очень простой. Вышла очень хорошая книжка у Олега Хлебникова и Анны Саяшак. Анна умерла год назад. Смерть как знак препинания сконцентрировала смысл бытия в точке. В этой точке Олег и пребывает сейчас, где поэзия звучит тишиной между слов. Мы привезли книжку. Вот эта книжка адресована библиотеке Некрасова. Олег написал Некрасовской библиотеке с благодарностью за внимание и сочувствие. Удачи, Олег. Вечер, наверное, студентка ГИКа, третий уже курс. С Машей. Меня зовут Лев Роднов. Я пишу книжки с Олегом мы дружим. Мы сходили в Новую газету, где Олег работает. Взяли камеру, записали. И давайте посмотрим первый фрагмент. Будет 3 10-минутных фрагмента. Сейчас он включится. Да, хорошо. Я хочу вам показать. Лампочка нагрелась. Я уже сильно благодарен тому за все время. Мне же сейчас в тяжелом положении. И, в общем, выпускают книжки в основном за свой счет, так сказать. Вот, но здесь они прямо только попросили, значит, чтобы я выкупил 150 экземпляров. При этом они мне, значит, в качестве гонорара еще дают стул. Вот такая вот ситуация. А так, в общем, никаких денег, ничего там. Я пока еще ни одной книжки не выпускал, чтобы платить за нее. Как-то так вот. И это довольно принципиально. Да, это не написана специальная книжка. Это прожитые годы. Начинается она со стихов вообще 85-го года. То есть вот 33 года, которые мы были вместе, вот так они вот воплотились в стихи, друг другу посвященные, друг о друге, о конфликтах разных, какие были, каких не может не быть, при том, что это действительно глубокое чувство. И я вспоминаю вот Жуковского. Это единственная, может, утешительная строчка. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. В этом смысле я благодарен судьбе, что
на сегодня с вами. Ну вот. Я эту книгу очень хотела, она меня как-то торопила, а я тормозил. Ну, случилась она, конечно, не такой, как Аня хотела, потому что ее концовка трагическая, и название книги навсегда. Вот. Мне было, конечно, ее составлять крайне тяжело. Но я надеюсь, что и в общем, люди, которые его уже прочитали, говорят об этом, что получился он достаточно органичный, такой диалог, действительно бесконечный разговор, который не заканчивается и после смерти одного из участников этого диалога. Но всегда это начало или конец? И то, и другое. Навсегда это навсегда. Стихи имеют свойство, если они настоящие, они имеют свойство жить и после ухода автора. И продолжается этот разговор, который, навсегда. Для меня жизнь иногда бессмысленна. Ее, трудно. Но, грубо говоря, начинаешь смотреть на себя самого, как на какого-то такого подобного кролика в клетке у Бога, который сам не знаешь, на что способен. Но мне кажется, что уже ни на что. Потом вдруг появляются какие-то возможности все-таки существовать. Ходить какие-то, действительно, новый смысл. И в этом существовании, и в писании. То есть то, что держит, в общем. Внутренняя тишина как запасной мир или основной? Основной. Потому что без внутренней тишины ничего и не услышишь. Не услышишь какой-то что-то иногда тебе диктующий голос. Но вообще надо сосуд держать пустым, чтобы в него что-то накапало сверху. Я, что за дикое слово. Неужели вот тот это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого
всезнающего, как змея. У меня, кстати, с этими стихами Ходосевича такая целая история случилась. То есть тогда я этих стихов не знал, в том-то и дело. Я приехал к Александру Петровичу Миргорову на дачу и мне всегда было очень интересно ему читать новые стихи, даже азартно. Я никогда не знал, что он скажет. Неожиданно достаточно, даже непредсказуемо. Вот. Я приехал, у меня было 22 года, по-моему, что-то такое. Приехал к нему на дачу и читал новые стихи. Среди этих новых стихов были стихи с такими строчками. «Не таким меня любила мама, мама, неужели это я?» Вот. Огромные глаза Александра Петровича стали еще больше. Вот как вы не читали Ходосевича? А где я его, собственно, особенно думал читать, живя в Ижевске в те годы, вот, 70-е, безусловно, не читал. И он мне тогда вот дал почитать его изданное, по-моему, Арлисом или где-то еще, или во Франции, не помню, стихи, которые на меня произвели гигантское впечатление. Я понял, что у меня есть действительно с ним реальная близость, такая непридуманная. Ну, вот. И с тех пор он стал одним из моих любимых поэтов, самых любимых, самых близких. А эти стихи свои я, конечно, выкинул, естественно. Потому что тут... Ну, вот это как, не знаю, я скажу сейчас, получается, комплиментарно по отношению к себе, но это как Ломоносов и Лавуазье. Вот. Значит, что-то одно и то же, значит, они вдруг понимают, изобретают, а тут одно и то же чувствуешь и говоришь близкими словами. Это, вообще говоря, чувство, если их правильно услышать, они выражаются только какими-то одними правильными словами. Вот. И поэтому, возможно, такие вот странные истории. Саша, Про Ходосевича Хлебников не первый раз это рассказывал, что он читал Крылов. ты знаешь, можно произносить одни и те же рассказы, и каждый раз, как в музыкальном произведении, это будет другое произведение. Потому что Олег сейчас другой, это говорит. Да. Важен контекст. Потерявший. Контекст этой книги мы смотрим на эти стихи уже через смерть Анны. Да. И это уже другие стихи. И другие люди. Дора Израиля, а не хотите ли вы прочитать вслух? Что? А что вот вам понравилось в этой книге? Одну из этих книг он вам подарил. Прочитайте, а? Я подготовлюсь, вы пока. Тогда поготовьтесь. Да. Поготовьтесь. С этой книгой очень ярко проявляется свойства книги вообще. Свойства плотные, хорошие, активные, может быть, даже провокативные книги, поскольку воздействие «я вас рассажу», «я вас рассажу», дорогие мои седые. Я уже готовлюсь. Когда мы читаем научную литературу, художественную литературу, либо стихи,
что в результате происходит с нами самими? Мы же часто повторяем эту фразу. Не мы читаем книгу, книга читает нас. А как именно она читает нас? И все ли книги способны нас читать? Ведь чаще всего, посмотрите, как мы звучим после книги. У нас есть мнение, мы отмахиваемся фразой «понравилось», «не понравилось», и все. Или цитируем, прикладывая цитату к себе. Или сопереживаем и сочувствуем жизни автора. Но ведь этого мало. Ведь если книга действительно нас читает, мы несем удивительные собственные слова. Она как смычок вызывает из читающего человека свою собственную жизнь, звучащую. Книга тестирует тебя на немоту, не только на глухоту, а на немоту. С Олегом мы тоже об этом говорили. Великая книга жизни также нас тестирует. Мы произносим шаблон, мы отмахиваемся мнением. А книга, которая позволяет выдохнуть слова, которых ты еще не слышал, свои собственные. Такие книги, они становятся незаменимой частью твоих внутренних движений. Они вызывают звук. Звук смысла, звук бытия. С Машей мы предлагаем таким образом провести этот небольшой вечер, в котором будет 3 фрагмента интервью, одно мы уже посмотрели. Провести вечер таким образом, что мы будем читать. Будем читать и произносить то, что это вызывает в нас самим. Идея простая. Если книга называется «Навсегда», то навсегда может осуществиться только через читателя, через нас самих. Потому что их слова уже сказаны, но через нас они будут продолжать говорить новыми нами. Иван. То ли ветер, то ли дождь. Ты, конечно, не придешь в жизни никогда. Этот за окном галдеж, просто суета. В нем почти не слышно слов. Грустный небосвод суров, сумеречен свет. Тленом тянет из углов, хоть углов там нет, но волнуется всерьез. Ветки кленов и берез, словно ты вот-вот явишься с охапкой берез. Или дождь пройдет. Мой обед не горький и не сладкий, из житейской жидкой требухи все твои грехи и недостатки подсолю и запеку в стихи. Всю твою лихую заугальность, все, что есть, и все, что в дом несет, не преображенная реальность, рвется в бедный мой глиняный сосуд. На вопрос о названии книги навсегда Олег попал в точку. Это о чем? О прошлом, о будущем, о настоящем. Видимо, о настоящем. Потому что невозможно остаться навсегда, оглядываясь. Невозможно применить это слово к грезам и мечтам, которые являются планами наших шагов. И только точка настоящего не имеет времени. Как трудно быть в настоящем. Мы все время сбегаем из него. Мечты-то, воспоминания. Не правда ли?
Я понимаю, это жизнь. В ней недопустимо все живое. Так стисни зубы и держись, когда заговорю с тобой. Есть у тебя родня роднее, единокровнее, кровосмешаннее. Не нужно волевых решений. Ты должен оставаться с ней. В минуту нашего свидания поряд над площадью восстания и в бой вступить мне не дают. Пеленок праздничный мир и запах детского питания. Так интересно, когда читаешь Анну, по порядку все. Потом целый день, или, может быть, даже 2 дня ходишь вот в этом состоянии предельной честности. Честность, у нее же все, что она говорит, она как будто это говорит с абсолютно обнаженным сердцем, но она не украшает ни себя, ни мир, а мир, который окружает ее и пеленки, и чувства. Даже самые простые чувства почему-то начинают звучать. Поэзия — это музыка, и что важно, что эта музыка, она не может, что в этой музыке, точнее, это музыка, которая отражает ее душу, она очень гармоничная. Именно поэтому чувствуется честность. Для женатого дом спасения, для возлюбленной ключ в двери, без субботы и воскресенья нарисую календари, мне 2 дня из огня и света, будет сонно и хорошо, будто я потерялась где-то, будто ты меня не нашел. Она всегда предельно конкретна. И эта конкретность похожа на фокус линзы, когда зрачок размещен за пределами нашей жизни. Она вот при жизни смотрит посмертно и через эту линзу фокусируется на простых бытовых деталях. Они остаются бытовыми деталями, но они приобретают высоту отраженного звука, взгляда, в них происходит что-то, они одухотворяются. Умоляю, вернись, пожалей. А теперь ни тоски, ни слез. Не касайся щеки моей тонкой прядью своих волос. Не тревожь обниманием моего, тонкий шарф на моих плечах. Знаю я, зачем люди врут, будто холодно по ночам. Дорого. Из Переделкинской поэмы «Улица Павленко». Тут будут упоминаться имена и фамилии поэтов наших, которые в Переделкине живут. Пастушенко, Ахмадуллина, Куджава, Межерова. Как-то вдруг исчезла ты, та, какой была когда-то, персиянка из Орды и эсфирь из халифата. Я водил тебя сюда, окунал в купели грязной деревенского пруда, окольцованного ряской, а потом уже водил к Жене, к Белле и Булату в круг расчисленных светил. Ты была не виновата ни в тщеславии моем, молодом, смешном, напрасно, и не в том, что мы вдвоем веществом взрывоопасным оказались. Я корил лишь себя, и неумело Женя нас с тобой мирил, заговаривала Белла. И Петрович оробела мне в стакан водяру лил. Мне в стакан водяру лил. Ты на все это глядела из нездешнего предела, где лазурь и трепет крыл. Но потом спускалась вниз и прощала чуть устала. А бывало, на карниз я ступал, что только стала ты поближе. Не упал, жив-здоров и вам желаю. Так и жили, проживая свой начальный капитал. И теперь осталось нам так на донышке немножко. Только лес по сторонам сумрачный, в лесу сторожка. Что я здесь,
Не знаю, сам сторожу возле окошка. Дора Израилевна вчерашняя была редактором издательства «Удмуртия», когда Олег, восьмиклассник, принес ей свои стихи. Впечатление помнится от первой встречи? Ну, просто она получила продолжение, поэтому как бы... То есть это она было продолжает. началом, это было началом, а потом, да, и было по-разному. Или встретиться на улице, и мы шли по улице, а он читал мне стихи свои. Вот. Громко? Ну, я слышала. Вот. И когда потом, в издательстве я работала, так что он приносил уже мне свои стихи все время. Человек, видимо, творческий человек – это такая бесконечная сумма фактов, внушенных знаний, верований, и единственная его реальность – это люди, в которых он впитывал, которые ему буквально отдавали себя. Для этого открытия требуется очень простое свойство человеческой жизни – открытость. В закрытого человека не отдашь и не возьмешь у него ничего. И вот эта атмосфера открытости, обнаженности, о которой творческие люди часто с придыханием говорят, жалуясь на боль, кстати, это единственный способ стать очень большим человеком. Непрерывно присоединять и присоединяться к другим людям. Сейчас один эпизод скажу еще. Я написала статью о его книге последней, предшествующей. И статья эта была... Значит, я пригласила его, и он прочитал. Был на печатном виде еще, не в опубликованном. Прочитал, и так поднял руку и сказал: теория автора работает. Это теория автора, это моего учителя. Так вот это все и переплеталось, да. Вообще, как он реагирует на то, что вот литературоведы внедряются в его жизнь? Или он внедряется. Или он в них внедряется, да? Расставляют знаки движения по его судьбе. Статью перепечатали, насколько я знаю, много где, да? Что? Где ее напечатали? Археологический вестник нашего университета. Она пошла по миру, поскольку он рассылается, этот вестник рассылается во все вузы крупные. И в связи с этим я получаю постоянно приглашение. Я не думаю, что я каждый день пишу такие статьи. Да, как будто много хлебников один. Ну, просто там про Данию есть, Дания, и поэтому Дания просит у меня статьи. А с Анной вы встречались? А? С Анной знакомы были? Нет. Не успели? Я в Москве не была, когда он. Вот когда сюда приезжал, то мы виделись всегда, встречались. Женатый мужчина всегда несчастливый. Он и сам признается, мол, я идиот. Он отважно на лбу собирает морщины, озираясь пугливо, когда подругу ведет. И все думает, а вдруг прогадал. Но все-таки, может быть, где-нибудь там он вечером в рай, а поутру в ад. И в будни, и праздник всегда виноват. И потому, как усерден в постели, он хочет, чтобы все его разом простили. Он горит в огне, он плачет во сне. Бедный, бедный, женатый мужчина, женатый на мне. Ты читаешь Анну. Правильнее было бы, наверное, читать стихи, женщине читать мужские стихи. Это же письма, это откровение, это послание. И
она это читает, она шепчет, она... Как получивший то, что Да, она реализовал. шевелит губами, потому что стихи, их невозможно же читать, их проживают. А автор, который написал, он, наверное, проживает не стихи, он, наверное, репетирует проживание воздействия этих стихов, то, что к нему вошло, и то, что он адресует. Я бы вообще сказала, это не стихи, а откровения. И с той, и с другой стороны. Какие откровения, которые вообще так редко встретишь. Прежде всего, откровение перед самим собой. Потому что Собой это- и взаимное. И взаимное. То есть Меня тянет читать Анну. Она мне в этой книжке, она мне гораздо ближе. Я ее прям-таки чувствую. И голос ее слышу. Однажды ночью я проснусь, тебя не призову к закланию, не стану жечь напрасный свет. Твой сон, туда мне хода нет. Любая дурочка желаний меня на 2 десятка лет. За что тебе такая грусть, такая звериная омала, и крови зов, и этот кров, и храп, пугающий врагов, и бегство ног одеяла. Или еще Анечка вот такое написала. Знаю я такое место, где удачного окна неудачная невеста жаждет терпкого вина. Что ж, тебе не спится, детка, коли истина в вине, это я нашила метку в той веселой простыне. Я такая непростая, не напрасно 20 лет колдовала, подсыпая приворот в его обед, мед и перец, сахар с солью из толченого стекла, чтобы жизнь теперь слезою по усам его тепла. Давайте второй фрагментик включим. Опять же, вспоминаем Нежерова, у меня есть такие строчки, когда же окончательно уйду, останется одно стихотворение. Это, конечно, Гипербола, и он был вкурен Гиперболом Александр Петрович. Но, в принципе, вот останется то, что останется, и этот информационный поток довольно мутный. Он, безусловно, схлынет, а то, что настоящее останется, поэтому важно это настоящее написать. А там уже судьба, ну, не знаю, там Баха услышали спустя страшное количество лет, я не помню, сейчас точно 74, что ли, нет, больше. Вот. И также всплывают из практического небытия какие-то замечательные поэты, которых не увидели современники. В общем, есть надежда на то, что если написал нечто настоящее, то оно никуда не пропадет. Вот, значит, именно думаешь о том, что кому это надо, никому не надо. Но все-таки это неправда, потому что это более тонкое взаимодействие сущностей, душ, чем просто рынок и покупка книг в библиоглобусе, который вот рядом, да, тех или иных. Ну вот у меня, значит, вот собственный мой опыт, он, что показывает, я никогда не хотел быть таким популярным, как Евтушенко, хотя ничего плохого о нем не хочу сказать сейчас. Но он занимался самопиаром, он был первый такой пиарщик вообще, еще до того, как узнали мы это слово пиар. Вот, и его, там, не знаю каких, допустим, даже его стихов, его имя знали, там, Чукчи, там, кто угодно.
Вот. Мне же кажется, что действительно вот это дело под названием поэзия, оно, в общем, совсем не приемлет никакой суеты, и родственное тянется к родственному, то есть некая родственная душа вдруг тебя узнает как родственную другую душу. В любой город российский, куда я приезжал с какими-то выступлениями по разным поводам, там, не только своим, там, вот, допустим, недавно ездил в Тулу отмечать столетие Слуцкого, поскольку Слуцкий последние годы жизни жил именно в Туле, у брата, и умер там, вот, там, значит, мы организовали вечер. И всегда подходит один-два человека, значит, с какими-то старыми моими книжками, просят автограф практически везде. То же самое даже было в Бресте, вот это уже Белоруссия. Там один, в Туле два. Но если так вот это раскинуть, если бы было нормальное распространение, можно было бы выпускать все-таки приличные тиражи книжек, а не такие, как мы сейчас выпускаем. То есть вот всегда вот один-два человека. Вот я сейчас помню стихи Саши Аронова. «О, святыми на строчке в сотни раз прекрасней слов. Я ничем вам не помог, мои слова, чтобы вам не сгинуть снова, не пропасть поодиночке. Друг за друга вы держитесь, как трава». Для меня это такая формула тоже вполне действенная. То есть все-таки дело в качестве текста, который может одолеть и вот этот безумный рынок, и когда еще Велимир Хлебников писал, наторг на рынок и в поединок вступает, Мы инструмент самосознания мира. Поэтому я, кстати, очень ценю в стихах именно вот это болевое осознание. Мироустройства. Это вот пример, значит, это одно из моих, не только моих любимых стихотворений из русской поэзии. Тучевская, вот, бреду я вдоль большой дороги, да, в тихом свете гаснущего дня, тяжело мне замирают ноги. Мой милый, видишь ли меня? Все темнее и темнее над землею отлетел последний отблеск дня. И вот совершенно страшная и потрясающая строчка. Вот тот мир, где жили мы с тобой. Ангел мой, ты видишь меня? Вот эта строчка, вот это и есть такое болевое осознание. Вот он жив, он уже пожилой человек, его любимая ушла, а мир остался. И вот тут оттуда в горле такого, тут ничего не надо, никаких своих чувств описывать, вообще описывать в стихах не надо. Надо, чтобы это существовало. То, что ты пишешь, чтобы это и существовало как реальность. И вот тот мир, где жили мы с тобой. Вот ком в горле, и ничего не надо говорить, как он переживает смерть с этой своей последней любви Денисовой. Так что, и поэзия — это еще, кроме всего прочего, это Мандельштам, об этом говорил первый, по-моему, это
собственно, такой спаситель человеческого вида, вот как вида. Вот это спаситель, или, можно сказать, спасатель человеческого вида. Одно из назначений поэзии, и чуть ли не самое главное, это стертые слова возрождать, значит, через звуковую сущность или находить вообще новые слова. Вот опять же, Южный Хлебников, вот он, значит, все-таки кузнечиком назывался инженером, да? Вот, и этим некоторым образом возвращал вот этому названию сущность явления, о котором идет речь, за ним, которое стоит, да. Звуки же, они осмысленны, и вот это, допустим, таблица Лемира, соответствие звуков, цвет, цветам, и, ну, вообще, так сказать, вот, осмысленность, ну, человек, когда был там первобытным, он же начинал называть явления, прежде всего, звуковыми вещами, да, и вот отсюда и вообще все говорили стихами тогда, потому что слова были односложными, и получались или ямку, или кореи. То есть поэтому древняя сущность поэзии, и также, вот, между прочим, шаманство, да. И что такое была рифма? Это было чудо, потому что из одного слова вырастало другое, то есть смысл, так сказать, не... То есть вот, кстати, определение, которое дал мой друг Андрюша Чернов, да, значит, определение рифмы: метаморфоза смысла при сходстве звучания. То есть вот именно это было важно. Это в шаманстве это было. Вот именно метаморфоза. Это было уже вот колдовство. Вот. Поэтому, значит, значение рифма в русской поэзии совершенно не утрачено. Я, значит, считаю, что верлибр — это не путь русской поэзии. Хотя там бывают замечательные верлибры, но их, вообще говоря, все-таки сравнительно немного относительно все-таки хороших стихов с рифмами. Вот. Встречи через экран или через книгу, или вот так, когда мы собираемся, они носят, мне кажется, совершенно конкретный, практический характер. Создать некую измененную, единую атмосферу, вдохнув которую, каждый получает кое-какую прибыль. Уходя из этого зала, он уносит немножко иного, себя самого. Убавленного или прибавленного. Плохое отвалится, хорошее нарастет. Я хочу вспомнить 60-летие, Саша, Олега. Ну, вспомнил. Ижевская делегация в лице Александра Кадыкина, меня и Саши Житкова своим ходом отправилась навестить друга. Самым сильным впечатлением было спокойствие Анны,
когда огромное количество стечений людей, которых я видел только по телевизору, окружили плов с мясом. И в течение буквально 2 минут, закатавши рукава, вставши в 2 ряда кольцом, они прямо из этого горячего выудили мясо, выпили, закусили. Мы с Сашей подошли к одному казану. Саша сказал: не расстраивайся, со стенок еще они не успели соскрести. Тут же подошла Анечка и говорит: ну что вы, ребята, у нас всегда много еды. Вот, Саша, у меня почему-то впечатление вот это самое сильное. И Анина Поле, которая вообще никогда не теряла равновесие. Аня просто, когда она сказала, я встала на раздачу плова, я говорю, вставай. Она встала полночь на эту раздачу. Мы там где-то еще Черномордина было. Да. Я говорю, ладно, давайте я схожу за пловом, там сидела эта команда наша. Когда прихожу, Аня говорит, ты бы еще дольше бегал там. Один рис остался. Я говорю, ну давай рис. Ну, она спокойно так, между сигаретами. Нет, она была действительно спокойная и ну, нет, вообще, если говорить, вот, как мы сейчас говорим о книжке, то есть это ведь были 2 очень непростых, своеобразных человека, и мы с Олегом много говорили об этом, что даже, в принципе, удивительно, как эти 2 человека могли существовать так вот рядом параллельно. Друг друга там дополнять, взаимоисключать, там и ссориться, и что-то там много чего было. Вот. И поэтому вот ощущение от книги, книга-то она не то что трудная, она тяжело Олегу давалась, и вот он ее долго делал, я знаю, что не разговаривали мы с ним об этом. Ну, в общем, трудно она ему далась. Книга получилась, может быть, даже тяжелая, а вообще вот, мной прочиталось очень легко. Ну, может, потому что Олег так сказал, ты, говорит, вот, не отвлекайся. Я говорю, ну, я взял и сразу за один раз всю прочитал. Да, она читается легко. Поэтому такая легкая тяжесть или трудная легкость, что-то такое. Потому что она очень естественная и правдивая с 2 сторон. Ну, так получилось. При этом Олегу, конечно, было тяжело, потому что огромное количество, может, не огромное, но, может быть, такое же количество стихов он отбросил, а его не стал включать. Не потому что хуже или лучше, вот как мы говорим, но потому что вот должно быть единое какое-то, вот, как кулак, вот эта вот подборка должна быть такая вот единая. Ну вот, и поэтому вот то, что получилось очень сильно и хорошо, а остальное еще масса стихов. Да. Он, мне кажется, делал эту книгу как такой балетный спектакль. Он все время Анну приподнимает. И когда читаешь на развороте стихи Анны и Олега, часто возникает ощущение, что она выше, что она воздушная, что она светится, она точна. Ну, а мужик вот он топает по сцене и вносит. У меня другое ощущение было. Другая? Да, оба обнажены до предела. И себя готовы изничтожить. Сами себя, прежде всего. И в то же время тянутся друг к другу, понимают друг друга, нужны друг другу. Обнажение, да. Я, когда монтировал эти куски, я вырезал свои вопросы. Один из них был, я думаю, вообще вопрос любого пишущего. Почему боль поет? Почему все здоровое молчит? Вот прыщ. Все, он заменяет мозг, пока болит. Он будет кричать. Боль имеет голос. Если этот голос красивый, это искусство. Хорошо. Требуется ли здоровью искусство? Искусственность? Я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, что значит здоровье? Ну как? Все здоровое молчит. Ну, Бог же, вот он здоровый, наверное. Скажи мне. Значит, я в Москве была на конференции Мандельштамовской, и Олег там был.
И вот, потом он повел меня к нему в газету. Я прошла по этому коридору. Это вообще надо Это пройти. музей новой газеты. Как музей, какой Да, на музей? втором этаже. Страшно, просто это идешь, а там висят портреты убитых журналистов. И они каждый день ходят по этому этажу. И вот эти вот, это просто, вот это постоянно ощущать, это нервы все на грани. И они как бы уже привычны к этому. То есть это такая степень откровенности в отношении к жизни, ко всему. И я подумала, как они каждый день могут вот это вот. Ну, в этой книжке тоже такое есть. Это на откровенности. Ко всему привыкаешь. Вы зайдите к нам, вы оцените у нас сколько много красного цвета, ярко-красного цвета. Привыкаешь. Все. Красный цвет, да? Кто не знает, Александр Кириллин, он мог сказать. Ну, кто-то за неделю привыкает, кто-то за 3 недели, кто-то за 1,5 месяца. Нет, Ну, все цвет это привыкают. цвет, а там же вот висят. Так страшнейший ярко-красный цвет, страшнейший, как в этом, как в горячем пельмене, вот в этом. Для работы, я все равно привыкаешь. А вопрос о другом. Что нужно нарисовать, чтобы идти на свет? Неужели за спиной должен свистеть кнут боли? А он не за спиной. Со А всех если сторон. он перед Со тобой, всех сторон. куда идти? А если со всех сторон? Дора Израилевна, куда бежать? Говорить открыто, откровенно. Это что душа нараспашку вообще? Я вот прошла по тому коридору, под впечатлением до сих пор. Это Да, несколько да, лет нас с назад. Машей тоже провел Олег по этому коридору. Вот бронежилет, он говорит, это спецодежда корреспондент. Ну, И можно то засмеялся. же самое в каждом номере новой газеты. Все нараспашку. Все открыто. Это сейчас наработано. Если ты находишься без жилета, без каски, все, тебе никакую страховку не заплатят. Почему продается страх и покупается? Почему продается и покупается боль только? Объясни мне это. Много лет. Я с этим не согласен, я считаю, что от этого надо уходить. Конечно. Конечно. И было такое сравнение, тоже с Олегом говорили, вот газета, из Дора Израилевны мы чай пили, говорили, вот газета, мощная, лучшая газета страны, самая свободная, Честная. самая честная, самая обостренная. Вот ее корреспонденты, ее ребята на месте или те, которые пишут, что я вижу на разворотах. Это же улей, это улей, и туда каждая пчела что несет? Она несет боль, она несет некий взрыв. Мне бы хотелось, как человеку, желающему чистой, высокой, открытой, безопасно открытой жизни, идеалисту, мне бы хотелось. Кислород. Ни одному не Так же, как вот я выехал на берег Камы, я же там дышу не выхлоп. Почему информационная среда с детства приучила меня питаться болью, питаться чем-то страшным? Ведь этого же вот Наташа Фетцер, концертмейстер нашего оперного театра. Наташенька, тебе созвучны мои волнения? И Олегу созвучны. Всем созвучны. Да, но почему нет сил, как в музыке, вырабатывать свет? Наташ, ну вот так вот скажешь мало любви божественной, ну скучно же. Это с ума сойдешь. Более весело, что ли? Вот, и мне-то кажется, выход вот даже этих болевых текстов между строчками, там, где вот эти знаки препинания, там, где вызываются идеи. Когда я читаю, я исписал 2 листочка, те идеи, которые вызывает во мне эта книга, эти люди, это знакомство с ними. И те же самые уколы реальности, которые испытывают они, испытываю и я.
И тот выход из вечной замкнутости, из вечного воздействия внешней среды имеется всегда, во все времена. И сегодня, когда вот эти чресла обстоятельств сжимаются, где роды, куда уходить, ответ же банален, это ты сам. Это иное качество тебя, иная атмосфера, иная среда. И я из этой книги считываю именно этот посыл, именно этот толчок, именно это молчание, которое выражается не словами, а вот пустотой на странице, запятой, датой. Не знаю, мне кажется, там предел откровенности с обеих сторон. Это же не самоцель. Нет, но самое определяющее эту книгу. Видишь, Лёва, извини, вот ты сейчас говорил, там самоцель, не самоцель, Олег ведь, нет, это все правильно. Просто вот на презентации, когда эту книжку там презентовали, вот Шар, в Ижевском самом доме музее, Олег сказал, что не надо, как говорится, путать нас с Евгением Онегиным. Евгений Онегин – это роман в стихах. Это не то, что было, это не роман в стихах, это стихи, сложившиеся в роман. Да. Вот вроде бы что-то одно и то же, да, но это же не одно и то же. Нет. Вот тут что первичное, что вторичное получается. А сегодня вот мы выходим на вашу фразу, значит, что самоцель. Самоцель, если бы он писал роман в стихах, это была бы самоцель. Потому что он поставил задачу написать с предельной откровенностью, вывернуться наизнанку и так далее, и так далее. А это же сложилось потом, когда уже сумма откровенности сложилась вот в этот, вот, то, и получилось вот эта вещь, да. Я хочу еще обратиться к вам, не знаю, как вас звать, величать. Людмила. Произошло очень интересное совпадение. Вчера стихийным образом по Ижевску гуляла народная экскурсия с книгами Олега Хлебникова. Расскажите, как это? Действительно, вот есть такой Максим Блинов, он работает в музее Забайгерда, вот, и он организует по городу Ижевску экскурсии. То в соцгород, то там восточный поселок и так далее. И вот вчера у него была такая экскурсия, она называлась «По следам Хлебниковым». То есть, где он жил, вот мы встретились у музея, у памятника Пастухову, там, видимо, его дед жил. Ну, так вот. А почему вы взяли именно Хлебникова? Я не знаю, вот это Максим, он такой придумщик, вот почему он взял его по книге «Город», Максим Блинов. Он молодой парнишка, ну, для меня молодой, да. Да, исторический факультет закончил, вот, ну, там, очень интересно. Да, и вот мы встретились у памятника Пастухову, как будто бы здесь стоял дом, где жил дедушка. И вот по книге «Город», вот она у меня есть тоже с собой, я вчера это сказала. По книге «Город» вот мы, участники, там были с детьми, и вот такие уже возрастные, и средних лет люди. И вот просто он открывал, он сделал заранее закладочки, и вот мы походили по этим местам. Вот здесь там, допустим, было ателье. Но вот я как старый человек помню, конечно, вот это действительно было ателье. Там и про бульвар Гоголя. Какое ателье? Ну, я подумала, наверное, про тот, где банк ВТБ. Вот, я его назову. А потом еще меховое было. Это ателье называлось «Зима». А еще меховое ателье было на Перекрестке. Да, я тоже. Там было маленькое. То есть, про какой он говорил, конечно, мы не знаем. Потом мы прошли, где его школа, бульвар Гоголя, где его школа 24-я, тоже там были ученики этой школы, тоже что-то вспоминали, но не одноклассники, конечно. Вот посмотрели, ну там рядом с двором прошли по этому переулочку, вышли к этому, здесь у него есть поэма, переулок, что ли, называется, или проулок, про вот тот проулок, который около Чулка, вот где детский дом, вот ну, сейчас там, да, дом искусства, детское творчество Первомайского района. Вот про этот проулочек. И у него вот в этой поэме интересные там строчки, что здесь давали посуду, стояла очередь, и разные люди, там действительно, я это помню, сдавали бутылки.
Вот, и вот это вот кто-то старый вспоминал, конечно, ну, молодежь так уже смотрела интересно. И вот, и просто мы читали стихи, вот там Максим давал, и дети, девочкам прям давали стихи. То есть вот он выбирал какие-то стихи на тему нашего по этой книжке «Город». И вот я тоже читала. Ну, в общем, вот очень интересно. То есть, и когда я увидела рекламу, ну, вот в этого вечера, я написала Максиму, говорю, Максим, вот такой дел, он говорит, ну надо же так, ну почему-то не пришли. Дождик, видимо, испугал. А я видел, мне показывали на телефоне фотографии, сколько было человек? Ну там больше 20 было. Очень интересное прочтение. Больше, чем нас. Очень интересное прочтение поэзии, да, всем телом. Всем телом и коллективно. Такое же не забудешь. И в этой среде, вот что я вижу, меня восхищают вот такие вот действия, возникает межпоколенческий лифт. Потому что одно дело читать лекцию щенкам или стращать их двойками, другое дело создать вот этот цигун, эту атмосферу, где каждый, то, с чего я начал, делает свой выдох, и общая атмосфера иная. И этим можно дышать. И это, вот это свет может быть. Человеческий свет. А вы почитаете еще. С вашего позволения. Давай я почитаю. Не стирать ему, не готовить, не ходить по утрам растрепой. Не сидеть за столом с гостями, не пилить за лишнюю рюмку. Не лечить от сердечной боли, ни детей ему нянчить, ни внуков. Хорошо любить чужого мужа. Ненавижу. А она? Что она сумела, кроме смерти? Зачем терпела? Умоляла, просила, билась, жизни малость, отдав на милость. И ушла из последних сил. Кто просил? Нам теперь никто не помеха. Будем вместе навек, навек. Для смеха. Гордо глину месить свою, если верить, то не в раю, нет, не верю. Я помню, Боже, ты ведь был заплеванный тоже. Пред толпою смешон и наг. Ты с нами, ничуть не строже. Как же так? Вот лежишь ты на кровати голенький, вот меня по-новому назвал. Если бы ты был не алкоголиком, ты бы чаще дома ночевал. Не жалею ни о чем, соколик мой, Жизнь диктует свой простой расчет. если бы ты не был алкоголиком. Значит, был бы кем-нибудь еще. Да, обнажение. Обнажение, конечно, но обнажение отчаянное, не стыдное. Люди с колоссальной энергией очень часто таком в пустом обществе, в вакууме социальном, человеческом, в вакууме времени, они поступают парадоксальным образом. Они губят себя, они закорачивают свой потенциал. Таких людей каждый из нас знает много, да и на собственной шкуре, когда тяжело, самого себя по голове не стукнуть. Глядишь, полегче. Вот это вечная битва с избытком себя самого. Победа на бумаге, победа в несогнутых коленях. Это не к читателям ведь обращено, это же диалог. Это диалог. Они откровенны друг перед другом. Дорогой Израиль, да какие к черту читатели? Мы все и писатели, и читатели. Мы же все, Говорящий. мы все говорящие, и мы все сверяемся с неким общим пульсом, с пульсом сложным,
пульсом симфоническим. Звучат звезды, звучат книги. Там все звучит. Немыслимой сложности музыка. Не дай бог, дурак какой-нибудь завоет. Один все испортит. Мы их боимся таких. Но когда эта музыка есть, в том внутреннем мире, который вырос, который состоялся, который звучит и придумывает, как это сюда дать, этого голого ребеночка. Ведь это первая такая книжка в таком диалоге. В истории Земли? Нет, в нашей поэзии. В нашей? Да. Ну, пусть Вот будет. такое взаимооткровение перед... Да, почти эксгибиционизм, да? Нет? Нет, Это откровение, это полное доверие. Добрый Израиль говорит совершенно правильно сказать, потому что когда была презентация, выходили там люди, так сказать, в литературе знающие очень много всего. Они говорят, ну да, там были там, типа, там Петрарки и так далее, и так далее. Но это был монолог, это обращение, ответа не было. А это... Он говорит, они называли какие-то, пару книг назвали, но это не в таком масштабе, не в таком, ну что-то было похоже. Кто-то пытался сделать из пар живущих поэтесса, супружеский пар, что-то пытались сделать. Но там что-то с книги не получилось. Здесь единая личность. То есть мы со стороны. Так в том-то и дело, что обнажение обладает поразительным феноменом. Прикоснувшись к нему, ты становишься не со стороны. Либо это обнажение тебя тестирует, ты закрываешься, возводишь феодальные стены, говоришь, нет, это не для меня. Нет, но это не такие стихи, которые вы захотите читать. Это же единое нечто. Там же они такие идут вот на странице, вот вот. То есть конечно, мы говорим об одном. В то же время это не драматургия, вот, где много разных. Добрый Израиль, еще секунду, момент такой. Они писали эти стихи, совершенно не зная о стихах того, кто пишет. И когда Олег сказал, ну что-то знаю, но очень многие стихи, говорит, Олег, я же не знал, что они написаны. Она не знала, что написано у нее. Когда постепенно начали складывать, вот они сложились. То есть, а все сложилось, потому что честно писалось оттуда и оттуда. Открытость полная. А ведь вот у Ани предыдущая книга называется не просто как-то, а называется «Нажурная натура». Там проза, а там то же самое. И посмотри, Саш, они при жизни, Аня, по крайней мере, она написала некую посмертную продукцию. Там же все время тема смерти у нее присутствует, но присутствует очень легко. Перехода вот такой ступени между быть и не быть не существует, потому что этот посмертный взгляд из какого-то отстранения, он позволяет быть свободным от времени. Я все время к этой мысли возвращаюсь. Но книгу эту составил он. Да. Они хотели же вместе ее составлять. И вот не успели. То есть вот последняя вещь вместе написана. А эти стихи писались каждый день. Но когда они соединились, получился дело. И в этом обнажении есть зависть. Олег завидует, как легко она умерла. Дышать перестал. Сердце остановилось, голова. Да нет, это же надо напрямую понимать. А почему и не впрямую? Мне кажется, здесь все впрямую. Все, что сказано, все впрямую. Потому что поэзия, она не может врать. Единственная вещь. Ты начинаешь говорить, пытаешься из неосознанности выйти в осознанность, чтобы сформулировать себя самого. Сформулировав его, ты уже не тот самый, ты уже смотришь как раз-таки через зрение, через смерть. И эти стихи ведь отдельно писались, это он потом соединил. Воздух один был. Воздух один был. И жизнь одна. Воздух один, взаимопонимание, взаимооткровение, да, но соединил это всего.
Вот перед тем, как мы включим третий фрагмент, мне захотелось вспомнить стояние перед портретом кисти неизвестного автора, наверное, это 18 или 19 Конец, наверное, 18. конец 18-го, в уникальном музее города Козьмодемьянска. Марийской республики. Да. Ну, я был за рулем, на машине далеко из Москвы ездить, ехать. В Козьме у меня друзья. И я, значит, обратно вез дочь и Машу. Ну, конечно. Ну, в Козьме с Машей пошли в музей. Я не такой, чтобы уж любитель этих музеев. Но один из портретов меня остановил. Я к нему возвращался несколько раз. Это портрет пожилого человека с высоким лбом, полуотлысевшей головой, мясистый, такой уже возрастной нос, полуприкрытые глаза, ясный взор, седая борода и излучение глубокого внутреннего покоя. Портрет, так же как книга Олега, она тоже мудрая, она тоже успокоенная. И он тебя читает и дает тебе твои собственные слова и твое собственное прочтение. Ты ведь не книгу читаешь, и не портрет смотришь. Это он до тебя дотронулся, вот для чего умножение. Дурак дураком, стоишь, глядишь, чего и узнаешь про себя. А узнаешь вот что, я смотрю на этот портрет, и вся внутренняя глубина заполнена, и тишина, и уже полная, и ожидание глубины высшей. Вот-вот откроется глубина высшая, и этот колодец бесконечен, от тьмы до света. А рядом висит портрет девочки, юной девочки, вся в голубеньком. Она ждет, когда заполнится хотя бы внутреннее что-то. Она ждет, она земля, ей хочется. Я не знаю, специально или нет, повесили эти два портрета рядом. И вот эта зрелая, тихая глубина и ожидание девочки рядом. И то, и другое присутствует в жизни Олега. Ну, как в жизни, наверное, всякого человека, который не знает, как жить. Именно поэтому он живет. И мальчишка вечно пустой, и глубокая наполненная тишина. Давайте третий. Ну хорошо, мне комфортно, да? Смерть хорошая слуха. Люди роднее становятся. Вот
Кстати, Евтушенко очень любил вот совсем короткое. Я опять с победами борюсь, и потери в землю взрываю. Господи, я так тебя боюсь, что любить от страха забываю. Евтушенко очень любил эти стихи. Или вот, из ранних, кстати, которые я даже, значит, в свое время напечатал, мы только с ней познакомились, все это было абсолютно, так сказать, вот, ну, просто автор вот, мне ее порекомендовал. Аня, руководитель семинара, на который она ходила, Евгений Львович Крамов. Ну вот, я говорю, ну, приносите стихи, тогда я работал в крестьянке. А у нее же была такая сложная судьба, и в те годы это имело большое значение. Ну, то есть она, ее первым мужем-то был Непальский, впоследствии губернатор. И откуда такая фамилия стоит Шах. Ну, в общем, она сбежала потом из Непала, но, в общем, она считалась такой все равно какой-то полуиммигранткой, и поэтому ее не печатали, боялись, ее печатали в журналах. Вот. А я тут придумал подборку национальных поэтесс Зульфия, Фазалиева, и вставил в эту подборку Ивиеву. Но, правда, там, значит, у Зульфии и Алиевой указаны переводчики, а тут нет. Но это же Акапелла Сулейменов, он хоть и казак, а пишет по-русски. И так Аня проскочила тогда в 18-миллионном журнале ЦК КПСС, и все, опала с нее была снята. И вот там в том числе я напечатал вот такие стихи. Ее прожит день, я его в торопях не заметила, крестик с шеи упал, не успела поднять. Мне так просто понять, что такое бессмертие, если я не умею пока умирать. Я умею, Господи, я умею болеть, разувериться в счастье, от обиды и зависти, взвиться юлой. Я могу от тоски разорваться на части, но при этом всегда оставаюсь живой. Или вот, все было, стежки и дорожки, любовь, собаки, воронье, меня встречали по одежке, а провожали без нее, узнав, что плакать бесполезно, держась под вечер молодцом, я выходила из подъезда почти с торжественным лицом. Вот, а вот стихи, которые вот мне посвящены, я просто боюсь биться, поэтому прочитаю их по книжке. Вместо молитвы. 4-й день по пустякам не сердится, за все благодарит или молчит. Я не пойму, его больное сердце, зачем тебе, пускай себе стучит. Зачем тебе такой прямец бедненький, ты без него не понесешь урон. Там у тебя хватает собеседников, здесь у меня всего лишь ты да он. Пускай он здесь живет, со мной мается и как дитя пузырит пену дней. Там у тебя такие собираются, и старше, и красивее, и умнее. Кто это написал? Завидую тебе, орел двуглавый, тебе всегда есть с кем поговорить.
в том, что действительно в качестве собеседника она никуда из моей жизни не ушла. Какие-то там свои поступки и слова я, в общем, с ней сверяю. Вот при, между прочим, разности поэтик, Анина и моей, у нас была какая-то все-таки очень серьезная такая, в том числе и творческая близость. Но, во всяком случае, какое-то понимание, что есть поэзия, что не поэзия, она была совершенно, так сказать, на тех же принципах, стояла на тех же принципах, что я, что лучшее определение не поэзии дал Мандельштам. Переводы готовых смыслов. Да, то есть вот. И второе тоже мандельштамовское, между прочим, что поэзия и чувство правоты. Вот, это очень глубокая фраза, над ней стоит задуматься, и ее можно очень по-разному трактовать. Но все трактовки годятся, все существуют, все они, в общем, присутствуют. Вот это написанная книга библиотеки. Кто? Вы у нас представитель библиотеки? Да, видимо, я один. Еще раз прочитаю Некрасовской библиотеки с благодарностью за внимание и сочувствие. Сочувствие. Да, человек. Спасибо вам за приют. В этих стенах Олег бывал, выступал. А камеру держала Маша. В душу залезал я, коллегу. Видели, он, собственно говоря, это естественность, это разговор с самим собой в присутствии других, ну, в том числе и камеры. Пока я смотрел эти кусочки, я вдруг понял, что они сами знали друг друга наизусть. Двое как один. Ну, видимо, путешествие продолжается. Вот у нас все. Спасибо за то, что вот мы тут все вместе.
Спасибо А вам. на родине Олега, я думаю, книжка тоже должна в этом воздухе присутствовать. Это было такое желание. Можно продолжить разговор, если есть желание. Он не собирается приехать. Олег приедет, обещал в декабре, насколько я помню. Презентация в Москве будет в ноябре в Доме музея Вознесенского. Это еще одна презентация. В декабре увидим. Вот он должен прибыть. А было-то в Переделкино? Да? Это... Да. Да. В Доме музея Куджава. Ну, он сразу хотел сделать несколько презентаций. Но вот и я, поскольку там что-то с книгой была задержка, не увидели. Еще должен был в мае. Ну, я посмотрел, она опубликована, ну, в смысле, напечатана в Екатеринбурге. Он отдельно в новой газете сделает, отдельно сделает где-то там уже в эфире, миллион 3. Где издательство «Время» было выгодно. Ну, вот он Поразительно, что еще делать. Здешний Сейчас печатают планы в Нижнем есть. Новгороде. Один Лауреновский Карифан, одну книжку в Ижевске напечатал. Презентация. Может, А он если уже он приедет, может приедет? быть, и здесь презентовать. Да, если он приедет, если что-то будет, встреча какая-то с ним, как мы можем? Олега зависит. Ну, вдруг, если, то есть мы каким образом можем узнать? Да, иногда он соглашается. От настроения зависит. У него мама болеет здесь. Так что, если на сердце кошки скребут, ну, не до выступления. Но дело в том, что, видите, все Новый год, там лет 20 они проводили у себя. И вот когда она не стала, то он приехал сюда к нам на Новый год в прошлом году. Ну, скорее всего, меньше. Потому что там уже не то. Там все на ней держалось. То есть, поэтому, да, плюс еще там всегда был Герман с женой приезжали, Юрий Герман, значит, Алексей Герман. Значит. Поэтому вот у них эта компания таким образом, значит, распалась, да. И он там в одиночестве, конечно. Женщины, на которых держатся и слово, и дело, и дом, и гости, они мне всегда напоминали такой столбик в цепной карусели. И карусель, ну, столбик, не стал, карусель остановилась. Спасибо. Пойдемте. Спасибо вам. Наташа, сейчас я весь выйду к тебе.